Эфир нашего телеканала продолжит программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. 11 мая в Русском драматическом театре имени Пушкина в Якутске открылись гастроли первого российского театра имени Волкова из Ярославля. Гастроли открылись спектаклем «Москва. Петушки» Венедикта Ерофеева, который идет в репертуаре театра с 2014 года. До 16 мая состоится 7 показов. Об этом не только. Мы поговорим с гостем нашей студии. Это Сергей Пускиполис, художественный руководитель театра. Сергей, я приветствую вас. Здравствуйте. Добрый день. Ну, во-первых, добро пожаловать в Якутию. Спасибо большое. Очень надеемся, что вам у нас здесь понравится. Давайте поговорим сначала о вас. Вы возглавляли труппу театра 10 лет назад и в 2019 году встали у руля театрального коллектива вновь. Расскажите, как за это время изменился театр, репертуар, актеры? Ну, как говорится, ничего нет постоянного, особенно если говорить про театр. В театре всегда все должно что-то меняться, куда-то двигаться, но желательно, чтобы это двигалось в лучшую, в хорошую сторону. В первую очередь, конечно, я говорю про зрителей, которые сейчас, несмотря даже на пандемийные ограничения, стремятся в наш театр, наполняют его. И вот сейчас, пока мы здесь у вас находимся, у нас сейчас фестиваль «Будущее театральной России» проходит. Это фестиваль молодежный фестиваль всех дипломных спектаклей театральных вузов страны. Так что театр живет так активной жизнью. Если сравнивать с десятилетним отсутствием моим в этом театре, конечно, прошло много времени. Его возглавлял Евгений Марчелли, и была специфичная политика репертуарная. У нас сейчас несколько все отличается в такую сторону, такую традиционную. Вот, и какие-то такие более вечные такие ценности у нас сейчас исследуются, нежели вот такой более экспериментальный театр, который, значит, проповедовал Евгений Жозефович. То есть вектор больше в классику? Не в классику, просто в какие-то более такие вечные темы. Давайте поговорим о том, с чем приехали. Расскажите о постановках, которые увидит якутский зритель. Ну, две работы из них вот уже состоялось, когда я стал художественным руководителем театра. Я имею в виду сейчас «На краю земли» и «Калину красную». А Венедикта Ерофеева «Москва. Петушки» как раз еще были в тот период сделаны. Но это спектакль пользуется неизменным успехом. Ну и произведение само по себе очень уникальное. Вот, пользуется успехом у зрителей. Мы привезли все, все самое лучшее, все, что считали, с учетом еще и транспортных всяких сложностей, привезти сюда в театр. Но руководители театра русского имени Пушкина пошли нам навстречу, и чтобы оптимизировать все наши расстояния, изготовили декорации здесь, ну, части какой-то определенной, для того, чтобы эти гастроли состоялись. Так что они огромные молодцы. Помимо декораций, насколько я знаю, труппа, которая приехала, больше 50 человек. Скажите, насколько сложно было организовать такие масштабные гастроли? Вот, не знаю, на какому богу молиться, но вот последняя политика Министерства культуры по возобновлению больших гастролей, которые сейчас делает Росконцерт, она как раз позволяет решать эти вопросы достаточно, ну, без ущерба для бюджета театра. На это выделяются средства, и тем самым расширяется горизонт театральной жизни на просторах нашей страны. Потому что, ну, представьте себе, что за свой счет приехать из Ярославля в Якутск, ну, мы бы не потянули. Мы просто не потянули бы. Ну, это потому что окупаемость, это сколько что должны стоить тогда билеты. Ну, это, в общем, не про народ история. А все-таки вот этот проект больших гастролей позволяет вашим зрителям посмотреть то, что творится в Ярославле, нашим ярославским, позволяет посмотреть, если там сложится, что делаете вы. Ну и вот такой обмен, он, конечно, расширяет границы театрального дела. Это очень здорово. Как я провел этим летом? «Простые вещи», «Ледокол», «Метро» и многие другие кинофильмы, по которым знает вас зритель. Не тяжело ли совмещать должность художественного руководителя театра и съемочную площадку?
Ну, когда тяжело, я не совмещаю. Когда есть возможность, тогда и получается. Вот сейчас недавно тоже снимали фильм, но, правда, вот снимали его в Ярославле. Так что без отрыва от основного места работы еще там вот, снимался в картине. Ну, и снимались еще вся существенная часть нашей труппы. Вот, поэтому меня тоже сейчас притягивают туда, в Ярославль, в кинематографический мир. Ну, вот, так что ко благу всех. Ну, если получается, то получается. Не получается, все-таки приоритет, конечно, театр. Город Ярославль — это город с тысячелетней историей, и театр, неудивительно, что в таком древнем городе и самый старейший театр России находится. Расскажите, пожалуйста, о становлении театра, о самых главных вехах, о самых больших взлетах и, может быть, каких-то падениях. Ну, конечно, надо сразу сказать, что это, вот вы сказали, первый российский, первый русский театр, потому что это, есть такая уже формулировка, данная этому образованию, вообще явлению, потому что Федор Григорьевич Волков сыграл свой первый спектакль 29 июня 1750 года, дал представление и тем самым дал толчок именно профессиональному театру. То есть до этого театры существовали, придворные, там какие-то крепостные театры, потешные, школьные театры. Но вот профессиональный театр, где меняется репертуар, где люди получают зарплату, который доступен не только там аристократии местной или еще кому-то, но простому люду. Тут, театр «Глобус» в Лондоне, тот же самый. Это вот как раз сделал Федор Григорьевич Волков, сын купца. И впоследствии ставший у истоков вообще профессионального театра в России, потом создавший Александринку. Ну, если кому интересно, можете даже на наш сайт зайти, там есть краткая справка. Вот. Это, наверное, самое главное, что могло произойти, одно из, если говорить про театр, что произошло на Ярославской земле. Потом в 1819 году на другом уже месте был построен театр, на котором сейчас стоит уже наш театр, который построен в 1911 году архитектором Спириным. Ну и на праздновании по случаю открытия этого театра присутствовали все театральные деятели России. И там как раз и до этого еще Щепкин сказал, что Волкову мы всем обязаны. Ну, в общем, все, что связано с таким профессиональным театром, это все-таки корни лежат на Ярославской земле. Ну, театр — это прежде всего люди. Расскажите, кто сейчас служит в труппе. Все-таки это преимущественно у вас молодежь среднего возраста или люди уже с большим театральным сценическим опытом. И, говоря о молодежи, насколько охотно сейчас молодежь стремится вот к такому профессиональному поприщу? Ну, у нас такая труппа сбалансированная, и как и везде, у нас ничего здесь такого экстраординарного нету. В общем, все как у всех. Есть и мастера сцены, есть и те, кто на подходе, и есть те, кто только что пришел. Ну, все как у всех. Но труппа очень в таком серьезном тонусе находится, творческом. Этому способствует, конечно, вот и наши всякие лаборатории, там еще помимо постановок еще разная такая методическая деятельность, которая существует с труппой, которая позволяет и развиваться, встречаться с разными режиссерами, совершенствоваться. Вот опять же говорю, этот фестиваль молодежный, который у нас сейчас будет проходить, и на базе которого будет сделана всероссийская актерская биржа, не меньше, не больше, чтобы это была такая ярмарка талантов, скажем так, на Ярославской земле, потому что и с точки зрения истории это самое что ни на есть благословенное место для такого рода мероприятий. Конечно, мы смотрим за талантливыми людьми. Если кого-то увидим, кто нам понадобится, мы, конечно же, его сразу тут же украдем, заберем в труппу. Так что работа идет, конечно, ротация существует. Она, конечно, немножко осложнена вопросами, сами понимаете, жилья, там еще чего-то, штатного расписания. Но, тем не менее, все равно в приоритете у нас творческие задачи, в первую очередь, чтобы зрители видели на сцене только любимых людей, в которых они влюбляются, за которыми им интересно следить. Поэтому, конечно, такую политику ведем в этом направлении. Но все равно есть смысл зажигать и новых звезд. Обязательно. Ну, как без этого? Все должны немножко чувствовать дыхание в затылок.
Если говорить о репертуаре, то как поставлена работа в этом плане? По каким критериям отбираются произведения, которые будут поставлены на сцене? И существует ли так называемый, может быть, дефицит того, что и стоит показать зрителю, в том числе и с точки зрения современных авторов, потому что все-таки театр — это отражение того, в чем мы сейчас живем. В этом плане как работа обстоит? Знаете, как ни странно, отражает время, в котором мы сейчас живем, как раз классика. Как ни странно. Знаете, потому что, может быть, некоторые современные авторы уже заглядывают вперед, что тоже, наверное, важно для определенных театральных образований. Но у нас все-таки театр имени Волкова, да, мы первый русский, и я считаю, что мы должны все-таки быть таким ледоколом, что ли, локомотивом, который все-таки собирает все самое лучшее. У нас есть место эксперимента, у нас есть камерная сцена, где мы можем хулиганить, там, так сказать, что-то, но основа наша — это все-таки закреплять все самое лучшее, что есть в нашей культуре российской, русской. И это не значит, что мы Бахрушинский музей. Это должно быть очень все живым языком, на очень живые темы. Вот сейчас мы недавно сделали спектакль по такому вольному толкованию Борисом Павловичем жизни Константина Эдуардовича Циолковского. Замечательный получился спектакль в таком космогонизме и вообще, что составляет суть, культурный костяк нашей цивилизации русской. И вот мне кажется, в этом направлении мы как раз и как бы движемся. Вот, поэтому, и вот если отвечая на ваш вопрос, что составляет репертуарную основу, это как раз попытка зафиксировать, кто мы, куда мы и зачем. И это очень серьезный вопрос в нынешней и политической, и, так сказать, и всякой обстановке. Чтобы нам понять, все-таки такой момент самоидентификации должен присутствовать. Вот, мне кажется, первый русский театр как раз наш, вот сейчас вот впереди, в авангарде этого дела. Ну вот опять же, кто, куда и зачем. О развитии, о дальнейшем сотрудничестве вашего театра с другими региональными театральными коллективами, какие планы? Ну вот мы сейчас предполагаем подписать соглашение с вашим театром, с русским имени Пушкина. Это, может быть, так сказать, это не какие-то обязательства прямо вот вынь да положь, но есть, так сказать, мы оглашаем нашу добрую волю, да, добрую волю, доброжелательность по отношению к вашим. Ну, мне кажется, надо что хорошие люди должны как-то знать друг друга, объединяться, иметь возможность протянуть руку помощи или там, так сказать, помочь в чем-то. Ну, почему бы нет? Ну, я больше чем уверен, что все именно так и будет. Сергей, я благодарю вас за эту беседу. Огромное спасибо, что ответили на наши вопросы. Успехов вашему театру и всего доброго. Спасибо большое. Это была программа «Актуальное интервью». О гастролях Ярославского театра в Якутске нам рассказал художественный руководитель Сергей Пускиполис. Берегите себя, обязательно носите маски и соблюдайте дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.